ортада рефери Манап Кабдиев, екі жауынгер дайын. Ал енді, Миша, что ты думаешь, қандай жекпе-жек болады? Сен енді, ты как эксперт, ты видел, наверное, как минимум 2000 поединков за свою жизнь. Я не знаю, как может... минимум, да, наверное, минимум, даже больше. Да. Ну, смотри, здесь для меня вот такое классическое противостояние возрастов, потому что все равно в 28 лет это уже мужчина, в 21 год это уже молодой человек, который в мужчину превращается. И вот вопрос в том, как гормоны сработали у Жанибека. Сразу же, кстати, проход от него в ноги. Заблокировал его соперник. Вот, кстати, такая начинается. Да, обмен коленями. Первый проход в ноги не получился. И, видимо, бойцы поняли, что нужно разбираться в стойке. Оба, я еще раз такие напомню, жилистые, худые, да, такие мышечные. Как можно правильно сказать? Суки, ой, хороший хайкик. Но при этом, да, Жанибек этим воспользовался и сделал перевод. Да, мне кажется, Жанибеку чуть-чуть стало дискомфортно, когда он получил по лицу удар, потому что у него что-то с лицом испортилось. Слушай, ну тяжелый был хайкик, да. Такой тяжелый, плотный, прямо в голову. А с другой стороны тоже... У него сечка еще оказывается. Ой, да, кровь. Смотрите, уже с одного удара столько крови. Билл Болсон обещал же, да, показать нам какое-то очень интересное зрелище, классно дебютировать. И вот пока что у него получается, потому что уже, да, все в крови. Мне кажется, даже врач может остановить из-за этой сечки, потому что, как мы видим, сейчас прям кровь льется на Билл Болсона. Но при этом он не отпускает захват, контролирует своего соперника. Жанибек действительно парень с характером. Ломает вот он, опять же, своего соперника, чтобы перевести снова на канвас. Билл Болсон пытается защищаться, встает, но еще один перевод. Ну вот да, действительно, кровопотеря, она точно повлияет на этот поединок, потому что, когда вы теряете кровь, это очень мешает драться, то есть функционалка падает, а это только начало первого раунда. Достар, сіздер көріп келгендегізде бір хайкиктан мен дұрыс көрмедім, немесе қасын немесе бетінің бұзған секілді. Ал енді октагонның барлығы да қанда. На жерде менің ойымша дискомфорт Жанибекте болады. Да, при этом работает. Да, Жанибек, да. Хороший локоть плотный накинул. И на самом деле, знаешь, когда говорят, что вот кровь мешает только тому, из кого она льется, на самом деле это не совсем так. Да. Тоже дискомфорт, когда на тебя льется кровь. Во-первых, она попадает тебе в глаза, а во-вторых, это тоже не супер приятно, что ты, Давид, становишься, скажем так, липким. Да, локти, начинается такая парад локтей от Жанибека, но при этом пока что урон только у него. Но он не перестает работать, характеру этому парню не занимать. Оказывается, нелегко вот так наблюдать бой и комментировать, когда оба бойца в крови и дерутся. Давно я не видел, кстати, вот такой кровавый бой. Да, то есть вот после первого боя у нас клетка была полностью чистая, а вот всем следующим 11 парам придется драться в этой крови. Хороший мув. Как правильно? Вот Жанибек, вау! Выходит он на удушающий прием. Как ты думаешь? Слушай, если у него получится... Нет, он вот так... Да, шею он вытащил и пока что контролирует. А очень много сил, конечно, на этот прием тратит Жанибек. Скорее всего, руки у него сейчас отекут. Ой, выглядит это, конечно, все очень жестко, но за это мы ММА и любим. Да, все силы вложил Жанибек в этот удушающий. Билл Болсон, я думаю, что сейчас немножко перетерпит и потом начнет уже свою работу, потому что он находится в позиции сверху, и его главная задача сейчас просто перетерпеть. Да, у Жанибека, если честно, лицо как будто он маску, как можно правильно сказать, маска киіп алған сияқты, да, он как будто маску носит сейчас, он красную. У него вся лицо... Самурайскую. Да, это прям... Но парень не сдается, то есть парень не сдается, и это круто. На самом деле ММА это в большей степени противостояние характеров, нежели скиллов. И человек, который даст слабину в боях, обычно к победе не приходит. И вот видно, что Жанибек, хоть и в очень плохой ситуации находится из-за сечки, слабину давать не хочет. Сейчас попытается, я думаю, встать. Ой, тяжелый удар от Билл Болсона. Мынауың енді қиындау болып тұр. Менің ойымша Жанибекке екінші раундқа қайта шығу қиынға соғады. Я вот думаю, что Жанибеку будет трудно, да, выйти на второй раунд. Да, наверное. Вопрос в том, врач позволит ли это сделать или нет. Көптеген жекпе-жектерде кейбір кезде сіздер ойлау мүмкінсіздер, не үшін докторлар жекпе-жек тоқтатады деп. Бірақ та бұл сол
жауынгердің денсаулығын ойлау мақсатында тоқтатады. Пытается выйти сейчас на болевой, на руку, на армбар. Да, бірақ Но та нет, слишком видно. Да, уже он не видит. Видно, что он протирает глаза сейчас. Женибек просто не может видеть своего соперника. Больше на инстинкты полагается, на свои какие-то ощущения. А вот у Билл Болсона все идет по плану. Собственно, работает он ногами. И рефери дает команду, чтобы 10 продолжить секунд поединок қалды стоит. бізде. 15 секунд до конца. Иә, жекпе-жек әлі де қозғалуда. Ой, менің ойымша, не, реально, мне кажется, Билл Болсон почувствовал Да, кровь почувствовал сейчас. кровь, это В точно. прямом смысле. Но чтобы увидеть нам второй раунд, нам обязательно нужны крутые телекоммуникации. И у Жандарбека есть что рассказать вам про них. Иә, Транстелеком, Қазақстан Республикасындағы телекоммуникация, цифрландыру және де IT байланыс автоматика мен энергетика салаларындағы жүйелік интеграция бойынша маманданған ең ірі байланыс операторларының бірі. Да, мы живем в 21 веке, а сегодня IT – это то, что нужно каждому. Ну что же, мы ждем второго раунда. На самом деле, я с удовольствием это посмотрю, но вопрос только в том, разрешит ли доктор. Да. Как ты думаешь, так, врач? Осматривает, я вижу, врач, пытается что-то сейчас сделать с сечкой, работает над ней. То есть, в принципе, если врач даст команду, ну вот я сейчас смотрю на реакцию нашего доктора и не понимаю, продолжит или нет. Катман тоже, Кирей, пытается работать над тем, чтобы сечку заделать. Вот сейчас есть осмотр от врача. Все. Все, да. Не разрешает выйти на второй раунд. Но слушай, показал характер. Он еще нос сломал, да? Да, И кстати. это, мне кажется, я просто лицо все еще, к сожалению, не увидел его. У него сечка или нос сломали? У него, и, по-моему, и то, и другое. Давайте вместе посмотрим. Ну, нос точно сломан. Да, нос сломан. Сечки нету, да? Нет, смотри, Есть? над глазом, по-моему, сейчас... Левый глаз, да? Покажут. Билл Болсон говорит, что у всех большие проблемы, если его подпишут в лигу. Мы любим проблемы. Да. Главное, чтобы не были проблемы у бойцов. Проблема Нет. была, чтобы... Потому что у нас не было проблемы, были проблемы у бойцов. Ну, кровь мы любим, но чтобы она была не у нас, мы все-таки должны про бои рассказывать, а не получать по голове. Иначе нам будет это сложно сделать. Да, слушай, нос точно сломан. Я не понимаю, глаз. Короче, да, жесткий урон получил. Так, у нас сегодня победитель второго боя. Синий угол, Билл Болсон Азимбаев. Теперь я с радостью хотел бы увидеть бой Наимжанов. Да, посмотрим сейчас лучшие моменты этого поединка. Ну, обязательно смотрите вот этот вот хай-кик, который, да, прям нанес огромное количество урона. При этом Женибек тоже себя хорошо показал. То есть, ну, парню характера не занимать с такой травмой. Он продолжал драться, причем делает конкурентно. И на самом деле нельзя сказать тогда явно, кто забрал первый раунд. То есть, ну, да, по урону его точно забрал Билл Болсон, но Женибек контролировал, работал сверху и, в принципе, показал себя достаточно хорошо. Вот. Достар, барлық найза турнирлерін тек Sport Plus телеарнасынан, сондай-ақ Sport Plus Қаз YouTube арнасынан көресіздер. Ну что же, Билл Болсон идет к Алене, сейчас он даст ей небольшое интервью. Мне его выступление понравилось. Да, действительно, парень хорош.